Ассаламу алейкум. Добрый вечер, приветствую всех. С вами снова я, Орти Аслан, на канале Реалити. Сегодня 14 июля 2021 года. И мы с вами обсудим наболевшие, интересующие меня, вас вопросы и ситуацию, сложившуюся в мире, скажем так, да. В связи с тем, что с Хусейном мы очень поздно договорились о стриме, Хусейн не успевал, и сейчас он тоже не может, поэтому мне предложено Хусейном провести одному стрим, что я, в принципе, и сделаю сегодня. И заодно, наверное, изменю потом название, Среда Исханова поменяем на что-нибудь, а в первую очередь было бы интересно обсудить первую мировую кибервойну, которую развязали фашисты из России. Ну и еще много чего интересного обсудим. Вы будете задавать вопросы, как обычно, я буду отвечать. Немо, алейкум ассалам, Ашвовый, Рабинович, шаломчик. Мебиус, здравствуйте. Стрим, да, на русском языке. На русском языке будет сегодня стрим. Так что вот такие вот дела. Друзья, присоединяйтесь. Так, я камеру, наверное, чуть-чуть пониже. Наверное, так. Не сильно. Так нормально, мне кажется. Ури, алейкум ассалам, Ури. Опа, евреи подтянулись. Где топор мой? Тенгрискиф. Чего-то я не понял. Топор пишется, буквы ты неправильно поставил. Топор. Топор пишется. Прогнозно Талибан сделает, да, Русса. У русских быдло называется быдлом, да, ну, люди, которые... У нас они называются на Кавказе колхозниками. Это так, да. На всякий случай. Слушай, да, Боже, да. Ну, здесь у нас, на самом деле, колхозников и быдла не так много. На самом деле, к нам... нужно иметь еще дух зайти и быть здесь. И, конечно же, интеллект, чтобы понять, что мы говорим здесь нужно. Чаще всего к нам залетают или же накрученные пропагандой, ложью полезные идиоты, что очень редко происходит. И на самом деле, было несколько раз у меня на канале, когда люди высказывают мне претензии. Например, последний раз это было про Гадаева, когда они мне пишут, там эти пропагандисты, лжецы, распространяют слухи, что я там сдал этого Магомеда Гадаева. И одновременно мне заходит на сайт, и на канал, и начинает меня атаковать. Там, писать, как ты мог, ты сдал. Там. И когда я даю ссылку на Кавказ Реалии или на Радио Свобода, которая вышла до того, как его еще передали, до того, как я об этом сказал, были люди, которые просто, я все понял, и уходят. Некоторые извинились, был один или двое, извинились, короче, да, Яхмобиль сказали. В основном, по факту, к нам заходят только, или же, которые сидят на работе, менты, ГБшники, просто их марионетки, агентура их. Ну, они тоже не очень умеют скрывать свое нутро, колхозное нутро. Так что вот так вот. Сейчас возгорелись все любовью к Талибану. Где были эти люди, когда Талибан 20 лет воевал с Америкой? Почему они не проводили митинги в поддержку Талибана, неизвестно. Где эти люди, когда, например, в Мьянме убивают мусульман, массово геноцид устраивают?
пока им не скажет Путин и Кадыров, они даже на митинг не уходят. Потом все, опять они исчезают. Опять гладить бороду, говорить там красивые слова и ничего не делать. Да? Это такой паспорт, прикрытие. То же самое, вот помните, с Иерусалимом, то, что было, который так и не смогли взять бойцы Муцураева, но опять все замолчали. Все, опять все нормально, там тишь и гладь, там России больше это не нужно, и эти товарищи больше не говорят. Вопрос, почему вы не говорите? Ладно, и с чеченцами все понятно. Чеченцы находятся в жестком прессинге, в заложниках там, и так далее. Да, свободно выражать нельзя. Ну, где дагестанские, вот, сосетлинские, там еще какие-то, еще сидят какие-то люди. Но Сосетлинский, по-моему, если я его не путаю, они там несколько человек есть, это самый, по-моему, там адекватный из них. Остальные такие ярые, такие кафиров, муртадов, всех там надо победить. И при всем при этом почему-то их нигде не слышно. Ни про уйгуров в Китае их не слышно, ни за 20 лет войны в Афганистане в поддержку талибов не слышно. И какое стечение обстоятельств? Талибы приехали в Москву, приехали главным террористам и начали им слезно доказывать, что они больше они не будут воевать и затрагивать интересы России, что они не будут затрагивать интересы Китая, там еще как-то что-то. И вот в этот момент повылазили все вот это братья мусульман. Где они? Где талибы, которые должны были бы за уйгур сейчас в новый поход собраться и пойти на Китай? Ведь уйгурам устраивают там жесткий геноцид. Нету, ни талибов нету, ни вот этих писателей нету. Ну вот, как-то так. Поэтому мы не будем отвлекаться на разные вот эти вещи, которые нам будут говорить, но всегда будем ставить их на свое место. Так, между делом. Поэтому поехали. Так, давайте послушаем, что говорит. Давайте, Байсагур Делафер, ассаламу алейкум. Я тоже здесь всех приветствую. И евреев тоже шалом. Все мы Богом созданы и к Богу вернемся. Ва алейкум салам, Байсагур. Абсолютно с тобой согласен. Ассаламу алейкум, всем приветствую наших друзей. Как найти? Ва алейкум ассалам. Оповещений не бывает уже с этого канала. Но оповещения не бывает. Вроде бы сейчас атака американцами совершена, там что-то, кого-то там вычистили, не знаю, там разные слухи ходят. Чуть позже узнаем, наверное, когда американские спецслужбы сольют информацию через журналистов для нас, для публичности, придадут огласке эту информацию. На сегодняшний день мой канал не перестал подвергаться атаке. Это говорит о том, что в интернете они до сих пор продолжают действовать в том же режиме. Один раз, когда было совершено, 2-3 раза было прекращение атаки на мой канал, я свой канал считаю канарейкой в угольной шахте Ютуба, когда в прошлом году, в 2020 году, в декабре, когда была выявлена атака на Пентагон и другие министерства и ведомства Соединенных Штатов, вот тогда, когда кто-то там пообещал, не помню, кто это был, короче говоря, очень сильно нужно было там, ожидался очень сильный ответ, и в этот момент мой канал как будто вот его душили и отпустили, вздохнул просто. Пошли подписки, которые каждый день прибавляют, каждый день их отписывают. Вот сейчас как найти сообщает, что не приходит уведомление. Не приходит уведомление, происходят отписки. Мне несколько человек уже из моих знакомых мне говорили, которых отписали. И эта работа, в принципе, ими ведется. Но это говорит о том, что мы мешаем. И они хотят задушить эту правду. Как они это умеют делать, как они это пытаются делать. Но, к большому счастью, у них ничего не получится. Мир технологий, мир прогресса,
уже не остановить никому. Ну и тем более правду. Она всегда найдет, как горная река, как горный ручей, всегда найдет себе дорогу и всегда правда восторжествует. Да, Аллах, в это мы верим. И это нас и движет. Да? Нас движет то, что мы обязаны говорить правду, доносить правду, так как та вопиющая, не знаю, масштабная несправедливость, которая по отношению к чеченцам совершена за последние четверть века, она не терпит ни малейшего согласия с этим. И мы будем бороться. Да, Аллах, да, Аллах. Так. Слим СЛ. Сам то хоть из рогатки хотя бы стрельнул в сторону Рашки, говорит. Знаешь, Слим СЛ, я знаю, что ты под-русски, раз ты уже там, Рашка ты это так говоришь. Я не стрельнул из рогатки, но я сейчас делал больше, вот своим вот сегодняшним стримом сделаю, больше, чем сделает 10 человек вооруженных на сегодняшний день. Это только за один стрим я сделаю, это раз. Во-вторых, я сам по себе пацифист, я за мир во всем мире. Да, я за то, чтобы, если враг пришел, и каждый имеет право защищать свою страну. Это святой долг каждого. К сожалению, я был молод, слишком, ну хотя не такой уже я молодой был, но по семейным обстоятельствам меня отправили учиться из войны вглубь фашистской России, в Санкт-Петербург. Поэтому я не стрелял в сторону России. Но все, кто стрелял, защищая свою родину, да, защищая свою свободу, защищая свое государство, эти люди для меня являются героями, живые и мертвые. Если они, конечно же, не перешли на сторону врага и продолжили свой путь, они остаются героем. Потому что героем стать очень трудно, а перестать быть можно в одночасье, в одну секунду. Так, пойдемте дальше. Киборг-терминатор. Ассаламу алейкум. Кто знает, как Аллах отзывается об Афганистане в Коране? Ва алейкум ассалам. В Афганистане, ну вот сейчас, наверное, новое что-то откроется, потому что я никогда не слышал, что об Афганистане в Коране что-то говорилось. Ну, наверное, сейчас что-то найдется. Помните, как вот эти хадисы появлялись, когда в Сирии война? Я это прекрасно помню. Я следил. Эта война началась после войны, нет, до начала в Украине она началась, и русские уже открыто вторглись уже после того, что как они вторглись в Украину, для того, чтобы отвлечь внимание, там, ну и так далее. И говорили, вот сейчас там Махди придет. И вот этот трюк с Сирии никак не могу забыть. Какие-то полунедостроенные дома, они даже не разрушенные, полунедостроенные дома в Сирии, не видно лиц, как будто бой. Никакого боя, я еще тогда подумал, вроде там никакого боя нет, просто перебежкой несколько человек, батальон имени Джохара Дудаева они его назвали. Джохар Дудаев там и так далее, и так далее. И вот тогда чеченцы потянулись, подумали, что вот сейчас мы откроем второй фронт, там Махди придет, это будет конец света, там где-то на голубую мечеть спустится там, Иса пророк, там, или Иса посланник и так далее, и так далее. Короче, много разных там было версий. Сейчас, наверное, будут говорить про Афганистан, что вот сейчас тоже он где-то указом, все давайте в Афганистан, поддержим талибов. Давайте еще осталось 10 чеченцев, которых надо убить. Давайте закинем их куда-нибудь в пекло и так далее. Но есть канал реалити, который будет просвещать людей и не позволять этой пропаганде, которой мы всячески препятствуем. Будем всячески этому препятствовать. И чеченцы больше воевать не будут. Навоевались и показали, что мы можем воевать. Поэтому теперь мы будем юридически-правовым способом, механизмом
наказывать своих агрессоров, своих врагов и предателей среди нас, которых развелось здесь в Европе огромное количество, под видом ичкерийцев, под видом игиловцев, под видом имаратовцев и так далее, и так далее. Огромное количество агентуры, которые придется выводить на чистую воду. Увы и ах, простите. Так, давайте перейдем к вашим вопросам. Так, ночью, ассаламу алейкум всем свободным людям. Ва алейкум ассалам. Секрет Трумпер, всем салам. Добрый вечер. Секрет, салам. Приветствую, Фриман. Так. Вой ночи, сан кибеш, унцебел, бусал на вода, говорит гроза. Гроза, я переведу, что сказал гроза. Он говорит, почему как чеченцы другие не едут помогать? Я добавил бы еще, почему и к нам не едут помогать, и почему нам не помогают. Бусалбнах, мусульмане, почему нам не помогают. Как сказал Хусейн Исханов, почему ответственность за всю умму на нас лежит, а вот у этой уммы 1,5-миллиардной на 1-миллионных чеченцев это сунна или эта обязанность не лежит на 1,5 миллиарда. Потому что это никем не соблюдается. И быть святее Папы Римского, как говорится, это мы так просто закончимся. Конечно, я рад бы всем помочь, рад бы вообще спасать и вырыть все колодцы для всех нуждающихся в этом мире. Потом спасти всех от всех тиранов на земле, потом, короче говоря, водрузить флаг над Москвой и так далее, и так далее. Хотя последнее все-таки придется нам все-таки сделать. А так, в принципе, все остальное почему-то приходится делать только нам. Так, ассаламу алейкум, Вильпес Инкульда, ва алейкум ассалам, Вильпес. Киборг-терминатор, я сам с Грозного, новая остановка поселка Маяковского, в 2000 году покинул Чечню, а в Коране я постараюсь найти до конца. Так, Слим, да будет прокляты те, кто работает, и те, кто будет работать против чеченского народа. Амин, я Аллах. Амин. Амин. Иса Мидея. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ассалам массу бусал верши. Ва алейкум ассалам. Иса Машуот. Говорят, что талибы поклялись, что не будут нападать на Рашку. Я хочу знать, а когда они нападали на Рашку? Но они на Рашку нападали, когда она их оккупировала, и у них там шла война. Знаете, талибы, там, Аль-Каида, ИГИЛ, может быть, да, когда-то там было какое-то движение, которое боролись за справедливость там, и так далее. Ну, проходят годы, ситуация меняется, и талибы сейчас главных врагов мусульман и всего человечества, Россию, клянется им не нападать, бегом бежит просто, бежит. Американцы сегодня вышли, на второй день уже талибы, представители талибов в Москве. Да, потом они сказали, мы понимаем, что такое репутация, нам не следовало встречаться там и так далее, и так далее. Но поклялись ведь, все, мы больше не будем нападать. Провели пресс-конференцию, собрались там, обсудили все вопросы. И даже в 2021 году супер-талибы разрешат теперь девочкам учиться. Представьте, какой прогресс. В 2021 году, 21 века, талибы миру обещали, что они разрешат девочкам учиться. Гениально. Мне реально непонятны эти люди. Я не знаю, какое государство они строят, если они хотят, чтобы люди были дураками. Только так, чтобы управлять этими людьми. Дайте этим людям возможность обучиться. Математику, если выучит девочка, или если она выучит, там, я не знаю, физику, от этого она не совершит грех. Может, она изобретет что-то. Или может, она вырастет сына, да, который будет великий какой-нибудь ученый. Но великих ученых мы не видим. Мы не видим даже, что за 40 лет войны талибы, афганцы,
наладили производство своего оружия, хотя бы автоматов. Мы этого не видим. Как так произошло, что 40 лет, 10, 20, 40 миллионов населения Афганистана не смогли сделать даже завод по производству автоматов? Да, ремонты автоматов они делают, а вот производство не делается. Ну как так? Как это вообще возможно? Ну ладно, оставим талибов. Мне искренне жаль афганский народ, искренне жаль. Но я не желаю этой судьбы своему народу. Мы перепробовали все. Мы перепробовали все, мы попробовали, посмотрели, испытали. И я, например, пришел к выводу, что путь Джохара Дудаева, который он избрал для чеченского народа, он самый оптимальный на сегодняшний день. Это демократическое правовое развитие в союзе с Европой. Было бы хорошо в стратегическом партнерстве в союзе с Соединенными Штатами Америки. И все, и живите, и процветайте, чеченцы. Взращивайте ученых и женщин, и мужчин. Накапливайте капитал, стройте заводы, получайте образование и наслаждайтесь жизнью. Давайте сделаем из Ичкерии Швейцарию. Это можно сделать легко. Легко. Если это будет свободная страна, туда люди будут просто мечтать. У нас столько вещей, которые мы можем показать, достопримечательностей, не только природных, но и наших культурных, которые мы просто завоюем сердца всего мира при желании. Но мы должны быть свободными. И все, кто к нам приезжает, должны чувствовать абсолютную безопасность и свободу, где они находятся, да, в рамках действующего чеченского законодательства, которое не противоречит международному праву. Вот на эти условия, если мы построим государство, Швейцария отдыхает. Такого гостеприимства, и швейцарцы гостеприимны. Я погулял по Швейцарии, знаю, там немножко представления есть о людях, но такого, как у нас, гостеприимства, такой человечности я, честно, не видел. Ни в Швейцарии, ни где-либо в мире, в другом месте. Поэтому я думаю, у нас все будет Ичкерия. Делмула. Так. Фриман антипутинист. Каждое поколение чеченцев вынуждено вступать в битву с оккупантами. Ничто не свернет их с пути к свободе. Они не могут позволить страху стать у них на пути к свободе. Магикан ББК. Талибы просили Россию ввести войска в Афган. Это их хлеб. Им без разницы, кто ведет войска. Главное, что были с оружием. Магиканин. Этого я не слышал. Талибы просили Россию ввести войска в Афган. Нет, этого я не слышал. Каждый поколение. Так, пойдемте дальше. В этом я говорю, это выбор Афганистана и его народа. Да, это выбор Афганистана и его народа, но мы, например, можем сказать, у Северной Кореи тоже был выбор. Давайте возьмем, да, две стороны вопроса. Была Корея, между ними возник конфликт. И одна страна, один народ, говорящий на одном языке, разделились на два лагеря, на две страны. Одну сторону поддержал Советский Союз, другую сторону поддержал Запад и Соединенные Штаты Америки. Сегодня мы видим, что Северная Корея, которую поддержал Советский Союз, по идее, ну как бы она свободна, да, она не подчиняется никому, она там нет влияния Америки, нету западных технологий, нету там демократии, ничего этого нет. Есть Южная Корея. Я ходил на курсы немецкого языка, и с нами училась девушка с Южной Кореи. И когда ей говорили, ты с Кореи, она говорит, нет, я с Южной Кореи. Просто Кореи, когда ей говорят, ты кореянка, я с Южной Кореи. Было видно, что ей про Северную Корею стыдно говорить. И есть ли разница между тем, что
вы заключаете какой-то договор с Соединенными Штатами и соблюдаете этот договор. Да, вам выгоден этот договор. Потому что вам позволяют развивать свою культуру, вам разрешают, не мешают, абсолютно не мешают. Вы входите во все международные институты, и все зависит от вас. Вы можете улучшать положение своего народа, подготовив несколько сот квалифицированных юристов и политиков, внедрить их во все международные институты, и там чеченцы начинают работать. Это армия, чеченская армия, которая работает во благо чеченского народа. Или же вы остаетесь такими независимыми, все такое, вами правит ваш, хотя в Южной Корее тоже правит кореец, но как бы вроде бы вы свободны, но вы попали в кабалу этому режиму, и у вас все плохо. Вот, это такой выбор. Вот, что выбирать? Вот по сравнению с Южной Кореей, которая Samsung изобрела, которая изобрела просто огромное количество компьютерной, машиностроения, поезда, да все, машины, абсолютно все у Южной Кореи имеется. Возьмите Восточную Германию и Западную Германию. Немцы один народ. Прожили буквально 50 лет, 40 лет раздельно. До сих пор, 2 поколения, грубо говоря, люди прожили под оккупацией Советов. И все, и они советские уже граждане. И вот если вы приезжаете в Восточную Германию, вы видите разницу. Вот как это все уничтожается. И возьмите Западную Германию, например. Мюнхен, Баварию, там другие места. Вообще люди другие. Поэтому надо самим выбирать свой путь, конечно же. Афганцы, как и северные корейцы, сами выбрали свой путь и сражаются за вот тот образ бытия, который их устраивает, который им нравится, который они предпочитают. Но американцы пришли, пробыли 20 лет, не забрали у них ни клочка земли, не переделали их религию, не заставили их поклоняться духовному управлению Америки, как это делает Россия, которая навязывает нам свою религию, не дает нам. Да? Если бы Россия пришла бы, сказала бы, молитесь как хотите, недра, допустим, нефть, мы будем забирать вам, будем давать столько-то. Молитесь, вот чисто ваша религия будет. Все, вы сами, чеченцы, сами своих ученых взращиваете, сами всем занимаетесь. Все, больше нас ничего не интересует. Культуру развивайте, язык развивайте, делайте, что хотите, говорите, устраивайте. Что для меня важно? Чтобы наше судопроизводство, чеченские дела, чеченское судопроизводство, было на чеченском языке. Вот тогда я уже считаю, что мы язык как-то сохраним. И начнется культура, правовая культура, когда у нас судебные решения будут писаться на чеченском языке, и решения, приговоры будут выноситься, или оправдательные, или обвинительные, будут выноситься на чеченском языке. Я, например, об этом мечтаю, чтобы мы дошли до этого момента, чтобы русского языка вообще не было. Вообще нам нужно изучать английский, немецкий, французский. Лучше всего, конечно же, изучать английский, потому что английский язык, это уже стал такой интернациональным языком, на нем говорят уже все во всем мире. Поэтому нам от русского языка, от русской науки, которой уже нет, и то в основном вся ворованная здесь с Запада, нам нужно переходить на английский язык, на арабский язык, изучать арабский язык, чтобы нам не впаривали какую-нибудь туфту под видом религии и так далее, и так далее. Мы должны знать арабский язык, конечно же, мы должны знать обязательно английский язык, это просто как воздух нам необходим. Когда приезжаешь в страны Балтии, например, в Литву, там молодежь не говорит на русском языке.
Это так интересно. Взрослые люди говорят на русском языке, а молодежь на английском тебе отвечает, когда ты там что-то спрашиваешь. Я не понимаю русской речи, говорят. И в Грузии то же самое происходит. И нам нужно идти в этом направлении, нам нужно избавляться от всего русского, всячески избавляться. И я бы давно вел бы стримы только на чеченском языке, но так как та пропаганда и ложь, которая льется на нас, она ведется на русском языке, та пропаганда, ложь, обман, которая против нас возводится, ее понимают люди других национальностей на русском языке. На русском языке говорят больше людей. Поэтому я вынужден говорить на русском языке. И так, если бы я знал английский, я бы говорил бы только на английском. И те люди, которые знают английский и не говорят, не ведут стримы и не просвещают мир от той несправедливости, которая нас коснулась, то это большой минус для этих людей, кто знает английский и молчит. Нужно дальше, или же переводить мои стримы, просто можно их переводить. Но пока не нашелся такой герой, который хотел бы заняться этим делом вплотную. Ну, все будет Ичкерия, как говорится. К этому мы тоже придем. Скоро, кстати говоря, будет набор мной на платной основе. Я буду нанимать и переводчиков, и редакторов, и других людей, которые должны будут работать уже за зарплату. Ну, это будет через ближайшее время. Так. Фриман антипутинист. Борьба чеченцев уходит на решающую стадию, и будущее народа будет зависеть от правильного выбора пути, по которому пойдет в согласии с мировым сообществом или в противостоянии с ним. Да, Фриман антипутинист. Если мы сейчас пойдем дорогой Талибана, которого нам сейчас упорно рекламируют, рассказывают, я не понимаю вот людей, которые говорят за религию, там такие вещи. Есть такой пропагандист один, Руслан Курбанов. Он топил за Иерусалим. Теперь он топит за Талибан, короче. Теперь он вообще, короче, много таких вещей выдает. Но главное, он говорит, машаллах, или там, иншаллах, там, вот эти вещи, он слова скидывает. И такие восхищенные вот так руки кладут. О, как красиво он сказал. Мне просто смешно просто это наблюдать, это невероятно. Если бы Руслан Курбанов или еще кто-либо, если бы это были бы не россияне, вы слышали от Курбана, Руслана Курбанова, чтобы он стоп геноцид чеченцев, стоп геноцид дагестанцев, он хоть этот раз сказал, вы убиваете невинных людей, вы творите это, вы только что сотворили геноцид над целым народом. Не говорят, все, с этими людьми, они россияне, они заодно. Они от их имени, от русского, российского имени, дагестанец он, чеченец, ингуш, не имеет значения. Если он себя позиционирует россиянином, то от его имени совершалось. Не только от имени Бориса Стамахина или от Курочкиных, от их имени. Да? От всех, от Махмудовых, Магомедовых, там, Ибрагимовых и так далее, и так далее. Всех, кто себя позиционирует с Россией. И они должны четко заявить, что мы не имеем к этому отношения. Да, это русская империя, интересы русских, дагестанцы, все остальные там так, мимо так, приложение бесплатное. Но если от их имени творится, должны заявлять, ни Курбановы, ни Мурбановы, ни другие об этом не говорят. И те, кто там начинает восхищаться, как он красиво заступился за мусульман, но он же мусульманин, он должен там Руслан Вячеславович его фамилия, по-моему, я не знаю, папа у него, кто? Вячеславович, по-моему, отчество. Не знаю, насколько он мусульман, но я не верю ни этим мусульманам, и мне вообще кавказцы,
кавказцев, в том числе и осетины, которые не хотят жить свободно, они для меня, ну, на дальше ступени стоят, чем русские в этой иерархии. Потому что русские хотя бы это их именем, на их языке, их культура как-то, которой нет и собрана, что-то как-то делается. А у этих все забирается. И они еще поддакивают, и это так смотреть на кавказца, ну, просто невероятно. Ладно, чеченцы, опять же, возвращаясь. Я нисколько не оправдываю чеченцев, которые там перешли на сторону или там врага, или же ничего не делают, сидят там и так далее. Не оправдываю. Но есть веская причина как-то понять поведение чеченцев. Во-первых, чеченцы воевали так, как никто никогда не воевал, в том числе и на Кавказе. Не в мире вообще так не воевал, как воевали чеченцы. Без преувеличения, да? Это открытая информация, которую никто не сможет опровергнуть. Но более того, чеченцы проиграли это сражение, да? Сражение, не войну, а сражение. И пережили геноцид, ту жестокость, которая творилась над чеченцами. Многие ее даже не знают. Многие даже не верят, даже чеченцы, молодые чеченцы, они не могут в голове сейчас понять, пока не будет суд, пока это все не будет вот так раскрыто, каждая деталь с фамилиями, с именами, датами, местом гибели, убийства, казни и так далее. Это большая, огромная работа, которую чеченский народ должен провести. Он просто обязан это сделать. И вот народ, который постгеноцидный народ, находящийся в заложниках, ведь евреи, пережившие геноцид, были через несколько лет освобождены и имели уже возможность как-то открыто, спокойно, свободно говорить и развиваться. Чеченцы до сих пор, пережившие геноцид, находятся под гнетом вот этого оккупанта. Вот, и в этом положении чеченцев еще можно понять. Я знаю просто ситуации, когда люди готовы вообще умереть, не задумываясь отдать свою жизнь, но так как родственники у них находятся там, и их могут убить, близкие родственники, это вызывает опасения, это вызывает, останавливает. Ну, что останавливает дагестанцев, которые выезжают сюда и здесь в Европе живут? Что останавливает ингушей, которых я тоже практически не слышу? Один-два ингуша есть, которые говорят. Один ингуш есть, который говорит. По-моему, во Франции он живет. Больше я не наблюдаю за ингушами. Ну и другие кавказцы тоже вообще не слышно, не видно, чтобы кто-то боролся, кто-то... Но это им не нужно. Поэтому к тому, кому не нужно, ну что мы можем сделать? Это печально, печально. Но, как говорится, все будет Ичкерия, да, Алмула. Так, пойдемте дальше. Россия, империя зла, тюрьма оккупированных стран. Это тот полководец, который завоевал сердца своих бойцов, может завоевать весь мир. Живи скрытно в этом мире. Живи скрытно в этом мире. Ничего не понял. Демократия – путь Европы, самый лучший и единственный нормальный в наше время. Шариат – это мракобесие, жестокость – это не нужно в наше время. Секрет Трумптер говорит. Ну, я с тобой, секрет, не согласен. Шариат – это не мракобесие. Шариат – это путь. И никто не может отменить ислам. Никто не может запретить нам быть мусульманами. И под видом каких-то радикальных мусульман, если кто-то хочет кинуть вызов всем мусульманам, которых огромное количество, и они сами не понимают, да, разделены, пребывают в разном вот этом замешательстве пропагандистском, то я уверен, что это будет большая и роковая ошибка, кто так посчитает. Мусульмане есть, были и будут, как все другие конфессии, до конца этого мира, как христиане, как иудеи и остальные. Поэтому мусульмане будут.
И шариат это путь, путь развития человека. Шариат ни в коем случае не мракобесие и средневековье. Нет. И не нужно из-за ИГИЛа или там других пытаться весь ислам так как-то замазать. Нет. Нет, еще раз нет. Я с этим не согласен. Религия должна быть отделена от государства, по крайней мере, только так возможно развитие. Но при всем при этом и шариатские суды должны присутствовать, и светские суды должны присутствовать, которые не имеют там развития в шариате в соответствии с международным правом. И ничего в этом зазорного и плохого я не вижу. Лишать чеченцев возможностей как-то, ну, это неправильно. Но сегодняшний путь развития, это, что правда в том, что ты говоришь, да, это демократия. И демократия, есть демократия в России, если мы посмотрим. Есть демократия в Германии, если мы посмотрим. Так вот, это две разные демократии. Так же, как и тот же шариат, да, или шариатские суды, скажем так. Шариатские суды, например, семейное право, я считаю, что в чеченском обществе оно должно соответствовать полностью нормам исламского права, семейное право. И оно, я вам скажу, абсолютно не ущемляет женщину. Да, на первый взгляд может показаться, где-то там она ущемляется, ее права, но на самом деле оно потом уравновешивается в чем-то в другом. И это очень интересное право, это очень интересная традиция, исламская традиция, семейная традиция, которая мне лично нравится. Мне нравятся наши устои и разные вот эти моменты. Это не касается того, что женщину эксплуатируют, что там ее там надо гонять, как Сидорову козу там драть розгами там, и так далее. Нет, ни в коем случае. Это ислам этому категорически запрещает. Это, скажем так, это такое веяние, национальное, традиционное веяние. И такое байское, да, ханское, монархическое вот это иерархия, кто старший, младший, когда женщину вот пытаются так принизить. Это, ислам это противоречит, и вообще и чеченский этикет этому противоречит. В нормальных семьях чеченских не относятся так, например, к той же снохе. Но это уже такие сложные внутренние вещи, которые есть. Но есть демократия, которая есть в России и в Германии. Посмотрите, как соблюдается демократия в России. Что это мракобесие, ни о какой демократии нет. Демократия, демократос. Демо, народ, кратос, власть. Народовластие. Власть народа, значит. И все. Именно при этом народовластии, когда народ решал, жили чеченцы испокон веков. И демократия это то, что нам ближе всего. Только это устройство человеческого развития, государственного развития, оно нам ближе всего, и оно нам более понятно. Ведь ни один чеченец не вспомнит чеченского короля, чеченского графа, чеченской династии королей, там, принцев, внуков там, и так далее. Потому что их не было никогда. Потому что была демократия. И мы жили при этой демократии. Мы выбирали себе сенат, парламент, представителей, и они решали за нас эти дела. Они менялись, а эта власть не передавалась сыну, так как отец может быть очень талантливым, очень способным человеком, и чаще всего сын не может этого. Может быть, потому что он своей вот этой силой задавливает этого мальчика, может быть, еще по каким-то причинам, но чаще всего, хотя бывает и сын талантливый, не бывает сын такой же талантливый. И если царь хороший правитель, это хорошо,
и он передает своему сыну эту власть, это не значит, что он тоже будет хорошим, гуманным, честным, добрым и так далее, и так далее. Даже если будет он, то не значит, что будет внук. Поэтому достойный должен избираться. И это путь демократии. И никаких там вот этих вещей, которые нам хотят приписать, это не рассматривает демократия. Демократия – это власть народа, это выборность, это совещательность, это справедливость. Это все, что есть в чеченском коде, как говорит Путин, в генетическом коде русских. Вот у нас генетический код, если это можно сказать, это наш культурный код, скажем так, да. Наша культура, наши законы именно подходят под это. С учетом 400-летней войны, которую мы сражаемся, и любой народ обязан это делать. Если он перестает сражаться или защищать свою страну, то он может уже не называться народом. Ну так, это так, народность какая-нибудь так. Если он перестает сражаться за это. И мы должны в этом смысле развиваться, двигаться, и все будет Ичкерия. Ладно. Без демократии, короче говоря, мы далеко не уедем. Так, давайте я чуть-чуть перемотаю ваши комментарии. О, тут написали. Боже, храни Америку, говорит Дед Давлетов. Ничто так не делает ничтожным человека, как предательство. Именно так. У вас и еще власть должна передаваться лучшему, и посему надо делать всенародный экзамен для выдвижения лидера. Конечно. Виктор Маркович, Асан, я читал, что Турция сильно инвестирует в экономику Грузии, Батуми. Какое ваше мнение о военно-экономическом союзе вашего народа с Турцией и Азербайджаном? И Турция, и Азербайджан являются нам дружественными народами. Мы с глубоким уважением относимся и к азербайджанскому народу, и к турецкому народу. Что не всегда скажешь о руководстве этих стран. Например, про Азербайджан возьмем. Да? При всем уважении к азербайджанскому народу я не могу согласиться с тем, что сын КГБшника возглавляет эту страну и так далее. Не знаю, это их внутреннее дело. К нам они относились хорошо. Хотя выдавали наших бойцов. Россия на верную смерть, как и Грузия, выдавала. Турция никогда не выдавала наших бойцов. И Турция это другого уровня государства. Поэтому, это другая история. Мы мы будем стремиться, конечно же, к экономическому союзу, экономическим контактам, экономическим, торговым, деловым, политическим отношениям с Азербайджаном, с Турцией, со всем миром, с Грузией, конечно же, и со всем миром. И вообще первое, что нужно будет сделать, сейчас закончу мысль, по поводу военного союза. Военный союз у нас может быть, если нас возьмут в НАТО, только с НАТО, а я бы хотел быть в НАТО, или же меня бы устроило бы, например, стратегический военный союз с Соединенными Штатами Америки. Вот тот союз, тот договор, который у них есть с Израилем. Я бы хотел бы вот на таких условиях. Но это я хочу. Американцы нас могут в упор не видеть, да, или того, что я говорю. Это доставляет радости смотреть, как на мои эти слова реагируют вот эти подрусские и разная вот эта предательская свора. Это про военный союз с ними. А так мы бы хотели бы, вот, что бы я хотел бы, вокруг нас Россия, да, как я это вижу. Первое, что нужно было сделать после того, как мы наладили бы
правовую сторону нашего государства или там, в процессе налаживания правового государства, построить самый большой международный аэропорт на Северном Кавказе, а возможно и в России. Самый большой, чтобы и Домодедово, и Внуково в одном, да, вот и Шереметьево добавим туда. Вот такой большой аэропорт, как какой-нибудь аэропорт в Дубае. Кадырову не позволили это сделать, потому что международные отношения, там таможню открыть, там сделать и так далее, большой аэропорт и так далее, это не позволили и не позволят, потому что он подневольный человек, человек не свободен. Первое, что нужно было бы сделать, это построить международный аэропорт. Самый мощный, самый красивый, самый сильный. И наладить со всем миром отношения. Летать, приезжать, уезжать и так далее. У нас армия должна была бы быть обязательной и для женщин, и для мужчин. Ну, для мужчин, само собой. В том числе и для женщин. Раз в год на месяц сборы, на 3 месяца или на месяц сборы, или раз в 2 года на 3 месяца сборы и так далее, набирать и добровольная армия, и обязательная резервистская армия. И это должно стать нашей культурой, чтобы автоматы, пистолеты, все оружие у населения было полностью. Население должно быть вооружено полностью. Но перед тем, как это сделать, мы должны выстроить систему государства так, чтобы это оружие не попало алкоголику, наркоману, сумасшедшему. Раз. Чтобы чеченцы научились уважать свои законы. А то вот эта оккупация, она очень сильно паразитирует человека, расслабляет человека. Когда ты знаешь, что это все не твое вражеское, то ты и коррупция и так далее. Тем более в России это очень удобно, потому что все в России коррупционеры. Ну и ты быть честным, ну это уже как быть лохом получается в России. Поэтому тем более это не твое. За свое-то ты, ладно, лох, но терпел бы, да. Я не буду, пусть другие воруют. Но когда это вражеское и все воруют, ну вот лох в квадрате получаешься. Если это таким темпами развивается. Поэтому вот я видел бы это так. Но это очень большая, объемная работа, которую некоторые государства, страны, в том числе Израиль, совершили, и которой мы должны брать этот опыт. У нас есть и своя культура, свой опыт, наверное, военной культуры, военных традиций, как у нас мало у кого имеются, потому что мы очень много лет находимся в состоянии войны с самым подлым и жестоким врагом, который может быть только бесчеловечным, самым гнилым врагом на этой земле. И мы могли бы свое развитие делать. Я уже, это все у меня в голове уже есть. Который я буду дальше, когда настанет время, говорить об этом. Посмотрим. Все будет Ичкерия, да, ну ладно. Так, я перемотаю. Марокко. Стратегический партнер США вне НАТО. Также Колумбия в Латинской Америке. Достаточно и военной базы США. Да, достаточно, конечно. Достаточно, если будет на территории Чеченской Республики Ичкерия натовская база просто, или США база, я не говорю просто натовская, то никто туда не полезет вообще, никто не захочет связываться. Но к этому надо прийти. Надо, чтобы американцы этого захотели. Вот в чем вопрос. Ну, захотят ли этого американцы? Не знаю. Следовало бы им захотеть обязательно. Потому что мы можем гарантировать интересы. Договор, который будет заключен с честным, свободным чеченским руководством, чеченским правительством, которое не работает на чьи-либо разведки, настоящее, честное, свободное руководство Чеченской Республики,
который чеченский народ признает и признает это правительство, то мы были бы одними из самыми верными исполнителями своих слов и своих обязательств. И мы могли бы взять на себя гарантию, ответственность, что интересы на Кавказе и далее мы могли бы американцам гарантировать. Американцы не ставят на нас, наверное, потому что боятся вот этой русской пропаганды. Хотя, наверное, у американцев умных людей должно быть побольше, чтобы слушать их эту пропаганду, эту их ложь. Но в какой-то степени мы сами, чеченцы, тоже способствовали. Ну, мы постгеноцидный народ. У нас есть веская причина тому поведению, которое сегодня не лучшим образом чеченцы себя демонстрируют. Это ничего необычного для остальных всех народов в этом нет. Чеченцы такие же, как все остальные. Но я бы не хотел, чтобы это было. Я бы хотел, чтобы чеченцы не получили вот той сегодняшней ситуации, которую они получили. В том числе неправильное, недостойное поведение некоторых представителей чеченского народа. Но, как говорится, нет худа без добра. Для того, чтобы узнать, насколько что-то хорошо, нужно посмотреть что-то очень плохое. Все познается в сравнении. И чтобы познать величину Джохара Дудаева, нужно посмотреть, например, на величину Путина или Кадырова. И тогда вы понимаете, насколько разнятся величины эти, да, Масхадов и Путин. Ну, это просто фигня из-под ногтей, которого стал президентом России. И величайший гуманист, величайший воин, полководец Аслан Масхадов. Это потом только поймут некоторые люди, в том числе и русские поймут это. Ну, некоторые не признают, конечно, но некоторые и признают тоже. Потому что, ну ладно, это долгая история и так далее. Так что я за то, чтобы у нас была база НАТО на территории Чеченской Республики Ичкерия. Например, поляки, 2 миллиарда, небогатая страна, Польша, выделила 2 миллиарда на то, чтобы установить у себя базу НАТО, создать инфраструктуру для базы НАТО. То же самое великая мусульманская страна, которая запускает в Мекку, в Медину путинского халдея Кадырова, которого принимают на самых высоких, ну, оказывают ему всякие там почести, там, может, не самые высокие, конечно. Эти Саудовская Аравия, она у себя американскую базу ставит, например, или установила американскую базу, ну и так далее. Америка – это гарантия выполнения своих обязательств, которые они берут, и безопасность, и развитие. И знаете, как в ресторанах звезды Мишлена дают, да, ресторанов. Вот точно так же это звезда Мишлена. Если у вас нормально с Америкой, у вас нормально со всеми. Делайте свои дела. Просто учитывайте интересы той страны, которая вам, как полицейский, гарантирует какую-то безопасность. Не какую-то стопроцентную безопасность. Потому что нет ни одной страны, на которой напала даже вот эта фашистская Россия, где находится база американцев. Даже если там 2 американских солдата или натовских солдат. Поэтому я вижу только этот путь развития. Если он другой есть, без массовых жертв, принесения в жертву там, людей, там, постгеноцидный народ, который невозможно поднять на новую войну сразу же, да, пока не пройдет время, пока не подготовишь целый народ, не сформируется мышление у людей, потому что недостаточно собрать 1000 молодых людей и ринуться в бой, даже 10 тысяч молодых парней. Должен поддерживать весь народ, всему народу это должно быть нужно, подавляющему большинству.
Этого мы сделать не можем. И когда мы могли, мы сделали все и чуть-чуть больше, чем можно было сделать нормальному человеку, нормальному народу, нормальной группе лиц. Мы сделали даже чуть-чуть больше, чем возможно вообще человеческим силам. Это мое мнение, я так считаю. В итоге мы оказались там, где мы оказались. Поэтому сейчас кто-то, если предлагает борьбу там до судного дня, там, пожалуйста, вон Талибан есть, вон там ИГИЛ есть, другие, пожалуйста, плохо, что вы туда поедете, мы очень сожалеем, но до свидания. Можете туда ехать и делать свои дела. Развитие у нас в связке только с демократическими, западными, и с арабскими тоже странами, и с Турцией, в первую очередь Соединенные Штаты. И опять же, я говорю, я не являюсь ничьим агентом, что я так говорю. Это мое сугубо личное, взрослого, сформировавшегося на вот этих всех событиях человека, который другого выхода из ситуации не видит. Да, я хотел бы, чтобы у нас была своя силиконовая долина или кремниевая долина Чеченской Республики Ичкерия, чтобы у нас свои были компьютеры, технологии, чтобы у нас была своя армия, и не было натовской базы, не было бы какой-либо другой иностранной силы какой-нибудь, чтобы интернет был изобретением нас, чеченцев, и на чеченском языке он везде распространялся. К сожалению, этого нет, как мы знаем. И другого выбора я не вижу. Или оставаться под сапогом самого гнусного, самого подлого, самого жестокого врага во всю историю, наверное, человечества, фашистской России. Я не согласен с этим. Я вижу очень хорошую возможность. Конечно, их надо будет соблюдать. Если мы их не будем соблюдать, мы потеряем просто репутацию, и тогда это пошли к черту. Заключить договор с Россией, с Америкой, а с Россией границу. Хорошую, укрепленную. Вот как-то так. Я это много раз говорил, и сейчас просто как рассуждаю над этим. И я думаю, мы к этому придем. Другого выбора, просто нет другого выбора. Не хватает у некоторых желания, там, сил, может, начать об этом говорить. Я не вижу выхода из сложившейся ситуации, достойно выйти, победителями выйти. Так. Пойдемте дальше. Чеченский след, Рязанский сахар. Ставим лайки и подписываемся на канал Реалити. Напоминает Чеченский след, Рязанский сахар. Какой бой, Аслан? Ты видел мощь российской армии? Это же будет мясорубка. Не понял я, что ты сказал. Мощь российской армии. Я не видел никакой мощи российской армии. Я видел дымящийся вот этот корабль Кузнецов, по-моему, как он, который потом утонул в конце концов и убил больше своих самолетов, чем убили сирийские вот эти повстанцы. Я видел жестокость, я видел грязь, я видел подлость, обман, просто свинство я видел. Мощи я не увидел. Не видел я той мощи. Я не видел ничего. Да, есть ядерное оружие и готовые убивать беспринципные, безморальные, без каких-либо рамок, ограничений недолюдей в этой армии. И в этих ФСБ, ГРУ, вот в этих. Это я видел. Нормальных тоже там есть, надо признавать, нормальные тоже там найдутся. Но их мизер. И вот что я, никакой мощи я не видел. Есть атомная бомба, если бы не она. И вообще, если, знаете, даже дело не в атомной бомбе. Дело в самом русском народе. Вот в чем вся проблема. Ведь Северную Корею можно захватить.
Но эти северокорейцев, которые 100 лет, уже 70 лет, 80 лет находятся под этими Ким Чен Ыром, под этим коммунистическим вот этим бредом, их нужно перевоспитывать. Понимаете? Это никому не нужно. То же самое с Россией. Даже если у России нет атомного оружия, русские не нужны нафиг никому. Понимаете? Ни черт к черту они не сдались никому. Никто не будет, ни один правитель, ни один президент, ни Америки, самой величайшей на сегодняшней истории человечества, самой величайшей, самой могущественной, сильной страны в мире, ни одному президенту, ни одному этому американскому народу не нужно воспитывать русских. Не нужно их переделывать, ведь их смести, власть захвати, поставь своих гауляйтеров и занимайся еще 50-100 лет воспитанием этих русских, которые еще с крепостного права, с рабства, рабского строя, так и не вырвались. В 91 году русские вырвались из рабства. В 91 году, не в 1861 году, а в 1991 году вырвались из этого рабства. Для того, и то они чуть-чуть рыпнулись и опять вернулись вот в свою казарму, свою тюрьму. И никому это не нужно. Вот в чем проблема, что там Россию кто-то захватит там, и так далее. Да никому не нужно. Если вы адекватные, с вами будут иметь дело. Если вы неадекватные, вам скажут: все, давай, до свидания. И все. Никто не будет перевоспитывать. 20 лет американцы были в Афганистане. Затратили 2 триллиона долларов. И в итоге к чему пришли? 85% опять контролируют американцы, талибы, афганцы. Ну, все к тому вернулось. Ну, не воспитываются они. Ну, оставьте их так. Точно так же и Россия. Никому Россия не нужна. И русские никому не нужны. Их воспитывать, перевоспитывать. Только самим русским. Только тем, кого они оккупировали. Вот кому это нужно. И мы немного видим тех, кого оккупировали, кому это нужно. Это одни, это чеченцы, кому нужно бы, чтобы русские изменились. Это украинцы, которым как бы нужно прийти к этой мысли. Некоторая часть пришла к этой мысли. Но некоторые еще не пришли. Они говорят: все, русские, до свидания, мы с вами границу, у нас своя страна есть, все. Их тоже можно понять. Разделиться и все, давайте, отстаньте от нас. Ну и там, Грузии нужно там вернуть свое. Вот таким народам это нужно. Больше это никому не нужно. Но в первую очередь это нужно русским, самим русским. Если есть такие русские, которые переживают за своих русских, как мы переживаем за своих, например. Они должны за своих граждан переживать. Там, русские, не русские, за всех россиян, которые там живут. И как мы должны переживать за всех ичкерийцев. Русские, чеченцы, неважно. И это огромная работа, которую никто не будет делать. Потому что эту работу, доведение этих людей вот до этого скотского состояния, из крепостного рабства, когда их потом миллионами расстреливали и делали потом советских рабов, никто не будет такие же усилия прикладывать, чтобы потом их вернуть и сделать нормальными. Никому это не нужно. Никому. Я не знаю, что сделать с этой ситуацией. Только разойтись всем республикам, ослабить эту страну. Пропаганда, на их пропаганду своя пропаганда, на их ложь разоблачающая правда. Все, и вот на этом их нужно просто разделить. Россия должна разделиться. Но даже если она не разделится, что нам не даст вдохнуть, нам нужно выйти из этого. У нас есть все основания. Мы не являемся частью России, как является Татарстан или как является Дагестан. Мы никогда не были частью Российской Федерации. Мы вышли из Советского Союза и никогда не входили в Российскую Федерацию. Наше нахождение там незаконно. Ни у одной республики, которая входит сейчас как субъекты в Российскую Федерацию, нету тех прав, которые есть у нас. И нам вот этот минимум. Но чтобы нас оставили в покое, мы должны заручиться поддержкой Америки.
Потому что они нас не оставят в покое. Никогда. Пока у них есть агентура, которая уже несколько поколений работает на них, среди нашего общества. Пока мы говорим на русском языке, пока они остаются имперцами, фашистами, они ими остаются и, наверное, будут оставаться еще долгое время, они нас не оставят. Нам нужно оттуда выйти и послать на все 4 стороны. Конечно, хорошо бы выйти всем Кавказом. Но для этого нам нужно объединяться с дагестанцами, с ингушами, с кабардинцами, черкесами, всеми. Но их нет, вот этих всех. Вот здесь я не видел Дагестан. И видел дагестанцев с большими бородами ходят, все, они россияне, он очень верующий, набожный человек, но он россиянин. Все. На этом у меня вообще пропадает интерес общения с ним. О чем с ним можно говорить, если он россиянин? Если он русский, понятно, россиянин. Ну, кавказец как может быть россиянин? Как он может выдавливать это из себя? Ладно, под страхом смерти, ну, скажи, ладно, там, как-то, чтобы... Но здесь, в Европе, когда ты в полной безопасности, ну, пора же уже. Их родственников не убивают, как наших родственников. Ну, нет этих дагестанцев, нет, этих ингушей нет, этих карачаевцев, черкесов нет. Ну, нет их. При всем уважении к этим людям, этим народам, которые вот как бы вели бы борьбу за освобождение своей страны. Даже не заикаются об этом. Вот что печально. Так, пойдемте дальше. Эдмамедов. Есть очень простой пример. Северная Корея, куда пришел русский мир, и Южная Корея, где есть база США и НАТО. Да, именно об этом я и говорил. Эд, приветствую тебя. Братья, если вы не переселитесь сюда, в Судан, ума вам делает такфир. Оставайтесь в своем кафирском западе. Вы продали шариат Аллаха. Адута влетел. Да, ядерное оружие у страны лучшая гарантия от нападения других стран. Виктор Маркович. Да, как выяснилось, да, это так. Но это еще не спасает ядерное оружие. Северная Корея в нищете живет. Это ужас, что они построили. Это ужас. Где есть ложь, где нельзя говорить правду, все, эта страна, она не настоящая. Все, это вражеская, она захвачена врагами. Ичкерия Фарева. Я считаю, что чеченскому народу больше всего помогает Европа. Это факт. К сожалению, у многих затуманено сознание, как у бабки с корытом, которая пожелала видеть золотую рыбку своих и так далее. Да, конечно, Европа нам помогла как никто. Франция, Германия приняла по 50-60 тысяч беженцев, чеченцев, иммигрантов. Вот я здесь уже сколько, 5 лет, 6 лет я здесь нахожусь. Я не видел ни разу, ну, может, надо вспомнить, может, какое-то плохое я видел, может быть, что-то. Не могу я вот, чтобы вспомнить, что меня где-то ущемили, где-то как это... Хотя я низкую, конечно, это есть, люди разные есть и так далее, и так далее. И в том числе среди немцев есть из России люди, которые здесь проживают и ненавидят нас. Все это имеется. И фашисты есть, и другие есть. Но они вот такие, маргинализированные, их не видно, не слышно. Поэтому я не видел ничего плохого. Только хорошее. И мы должны ответить тем же. Мы должны, как мы сейчас вспоминаем, Голодомор 100 лет назад, как мы принимали украинцев, как мы их в свои семьи брали, как мы им помогали. 100 лет прошло. И мы сейчас это говорим украинцам. У нас, ну, это правда, у нас огромное количество есть украинцев среди нас, обчеченившихся, уже внуки, дети, уже умерли они уже дедушками, бабушками и оставили после себя огромное потомство. Это наши люди, это наши чеченцы. Наше чеченское общество их приняло, и они стали частью нашего общества. А мы об этом говорим. А представьте, когда приняли нас 300 тысяч. А представьте, это все документируется. И это все останется через 100 лет в архивах это будет.
И любой человек не по слухам, да, дедушка, бабушка сказали, а откроет архив и почитает, что вот в Германию приехало 50 тысяч. Выделялись такие средства, располагались так, кто-то совершил преступление, кто-то принес какую-то пользу для Германии и так далее, и так далее, и так далее. Это все будет оставаться история, это наша история, уже совместно немецкая, совместно французская, австрийская и так далее. Нет худа без добра, как говорится. То, что мы здесь оказались, это большой баракат нам от Аллаха, что так получилось, что мы здесь оказались. Мы многое что поняли, еще много предстоит нам понять, как строят. Мы посмотрели, как люди строят государство, как живут, как соблюдают законы, мы увидели. Интернет открыл еще все границы, теперь не только мы это видим, но и наши, те, кто дома находится, потому что мы ездим туда, и мы им видео показываем, и есть доступ в интернет. И ситуация кардинальнейшим образом меняется. Кардинальнейшим. И все будет Ичкерия. Да, Алмула. Так. Чеченский след, рязанский сахар. Во Франции я много раз слышал от работников социальной сферы «понаехали». Но французы на самом деле, и здесь тоже можно такое, может быть, усы, я не слышал, но я вспомнил в социальной сфере, да, был там конфликт у меня один, но это, наверное, из-за незнания моего языка было. Если я мог бы четко объяснить свою позицию, наверное, я бы его так сильно не раздражал, как я его раздражал. Но да, есть, конечно. А Франция, она немножко не Германия, скажем так. Да? Немцы в этом плане более толерантные. Может быть, из-за того, что они сотворили то, что вообще в голове не умещается. То, что немцы могли, я просто, мне не верю. Я видел эти концлагеря, я сам ездил, в Дахау я был. Я видел много чего, что творилось, и это не выдумки. Это вот на самом деле концлагеря, в которых сжигали людей, в которых расстреливали людей, в которых содержали людей. И немцы, наверное, у меня в голове не укладывается, как эти немцы, их отцы, деды могли такое творить. У меня просто не укладывается просто в голове. И для чеченца это трудно понять. В моем понимании это невозможно просто такое творить. Но творили. И может поэтому они более сдержаны сейчас, немцы, чувствуя эту вину, это большое страшное горе, которое они принесли всему, можно сказать, человечеству. И главное, чтобы не было рецидива. Главное, я думаю, что его не будет. Как бы вроде бы немцы подстраховались так, чтобы не было этого рецидива. Ну, будем надеяться. Так, пойдемте дальше. Мы живем в эпоху кремлевского государственного террора, проводимого ГБшным кооперативом «Озеро» для отвлечения народа от разграбления страны. Именно так. Совершенно верно. Фриман. Анзор в Дудукуев. Да, может так, это не мне. Так, это не мне. То, что мы оказались в Германии, это большой баракат от Аллаха. Аслам, прошу тебя, скажи, что немцам, это немцам они поймут. Баха со странным названием Делия. Я говорил это немцам. Говорил, и я свою позицию не скрываю. Что здесь такого, что я говорю, что это баракат от Аллаха? Это, если бы мы оказались в Сомали, это было бы плохо. Но нет худа без добра, есть такая пословица. И то худо, которое нам было совершено, нам получилось вот добро. Какая-то польза с этого. Нет худа без добра. Поэтому, и, конечно, это все от Аллаха. Я, как верующий человек, я считаю, что все, что происходит, это от Аллаха. От Бога, значит. Да? И немцы тоже верят в Бога.
Они по-своему верят в Бога, но они верят в одного Бога. В одного единственного они верят. Как и мы, мусульмане, верим в одного единственного. И наш Бог это один вообще всех людей Бог на земле. Поэтому ничего, то, что тебя так развеселило, я не вижу здесь. Я считаю, что мы должны благодарить Бога, что мы оказались в Германии, мы во Франции, в других странах, что мы можем дать медицину для наших родителей, образование для наших детей. Абсолютно бесплатно. Абсолютно. Поэтому ничего странного в том, что я сказал, я не увидел. У кремлевского терроризма одна лишь цель – нагонять на людей во всем мире панику, страх и отчаяние, пока они грабят страну. Да, терроризм, террор, это и есть страх, который они нагоняют. Так. Ассаламу алейкум. Бальзам на душу, так держать. Аслан говорит, Ханзама 2020. Ва алейкум ассалам, Ханзама, машвот. Я адык из Кабарды. Всегда был за деоккупацию Черкесии и всего Северного Кавказа. Свободный Кавказ прошлого и будущего. Все, адык. Значит, ты наш парень. Свой парень, значит. Значит, и именно так и должен отвечать любой адык, любой чеченец, любой дагестанец. По-другому быть не может. Россия империя зла, тюрьма оккупированных стран. Инша Аллаху и тулам Бог. Дал мула. Вайх арца дельшани, вайбэх камбушуни тулам. Знаете, когда мы сражались за нашу территорию, мы сражались за то, чтобы удержать территорию под своим контролем, потому что должна быть юрисдикция определенных законов на определенной территории. Мы понесли колоссальные потери. Сейчас, когда мы этот рубеж прошли, нам достаточно в каждой семье просто сохранить эту Ичкерию и свободу. И надо каждому объяснить это. Из этого сердца, из этого разума это нельзя убрать. Причем мы можем пользоваться разумом так, что наш враг не будет знать, что у нас в голове и в сердце. И если так, все находящиеся в оккупированной Ичкерии именно так и должны себя вести. Ни на секунду не выкидывая из своего сердца и из своего мозга знание о том, что есть государство и было, потому что это наше все. Это гарантия нашей безопасности и наших детей и внуков в будущем. Но не говорите об этом. Вот тот, кто находится. Кто очень сильно хочет, как я, например, хотел этого, выезжаете сюда и полный вперед. Полностью можете. Можете открыто, можете как антитеррор менять голос, лицо и так далее. Хотя я не вижу смысла менять голос, лицо. Прямо как есть говорите. Синцеолот. Цумасу харцун. Харцун имел в этом. Харцуновый. Синцеолот. Поэтому абсолютно все у нас просто отлично. И они не могут победить, понимаете? Ее невозможно победить. Почему Сталин нас всех истребил? Да, и почему вот он хотел истребить нас всех, выкинув из нашей... Он же мог нам устроить голодомор у нас на Кавказе. У нас в Чечне он мог этот голодомор, как они в Украине устроили. Можно было там нас убивать. Но нет. Пока мужчины на фронте, пока все мужчины были на войне, наши женщины, детей, стариков вывез в Казахстан, Среднюю Азию, и там попытался вот эти 2-3 года вот этим же голодом и холодом убить вне своих домов, зная, что мы будем как-то кормиться, наша земля очень плодородная, и мы всегда пока помогаем друг другу. Нас просто вывезли. Сталин нас знал. Он знал, что мы не покоримся. Так как он был кавказец, грузин он или осетин, но он прекрасно знал, что мы не покоримся. Да, трудное время, всякое бывает. Да? Ты вынужден взять российский паспорт, и советский паспорт тогда или еще что-то сказать, да, и пойти работать в их структуры. Да, ты вынужден это сделать. Но это не значит, что в этом сердце и в этом уме ты предаешь это.
Это самое главное. Вот здесь и вот здесь не предать. Не продать и не предать. Ни за что. Ни при каких обстоятельствах. И он тогда нас просто все выслал и решил так уничтожить. Оставшиеся там где-то должны стать такими потерявшимися там какими-то этими, и все. Но и даже ему это не удалось. Хотя потом они этот опыт Сталина, и еще не факт, что они это оставили, эту затею. В 91 году, в 93-м, 4 году, когда уже война у нас началась, они тоже пробовали. В 92 году они пробовали нас депортировать. Дудаев переигрывал их все, их на корню обрубал, так как мыслил стратегически, мыслил масштабно, и он на корню обрубал их эти планы. Ну, конечно, эти планы, наверное, у них еще не закончились. Не закончились, я думаю, они дальше будут это все дело продолжать, пытаться это делать. Но мы должны Дагар-Цахович. Дагар-Цахович. Цаашви гуй, тот, кто находится дома, Цаашви. Цуши Дагархайт, говорится. Но Цхан секунда щаквал ищать, что наше дело закончилось. Потому что оно не может закончиться. Потому что чеченец сам такой. Вот наш культурный код, это и есть свобода. Государство в современном понимании, цивилизованном понимании этого слова, оно нами уже построено, нашими Дудаевым и его товарищами. Наши лучшие из лучших сыны заплатили огромную цену, вырезая, просто под корень их русские вырезали. Они сражались. Это говорит о том, что это государство не фейковое, а самое, что ни на есть настоящее. Наши женщины, наши старики, наши дети помогали этим парням сражаться. Кормили их, укрывали их, обеспечивали им все необходимое, доставали им информацию и так далее, и так далее. Это была реально отечественная война, народная война. И никуда это не делось. Даже если нам 24 часа в сутки, 20 лет будут показывать, как мы были глупы, как мы потом поняли и так далее, это ничего не меняет. Потому что есть факт, который свершился на глазах всего человечества, всего мира. И никто не может его отменить. Поэтому не сдаваться, не поддаваться, не отбрасывать из сердца эту мысль и из головы очевидные факты, которые нам YouTube, интернет не позволяет, кстати говоря, забыть. Так что все будет Ичкерия, Цаши Куйоч, друзья. Так, у нас 3 минуты до конца, поговорим еще немножко и закончим наш стрим. Секрет, мой брат стал за мои деньги молоть, а потом меня продал, я увидел, так. Бесплатно хлеб народу. Чеченский след, рязанский сахар. Аду знаю, ах, мы свое заберем. Чеченский след, рязанский сахар, вот у него к его нику, его названию канала некоторые придираются, как ты связываешь чеченский след, рязанский сахар. Именно, он пояснял, и это так и есть, чеченский след это был фейк, рязанский сахар это тоже был фейк. И он разоблачает эти два фейка, самых главных фейка, за которые мы потеряли огромное количество людей и наша страна оккупирована. Поэтому мне очень нравится это название, очень удачно он сделал. Читать длинно, правда, если там ЧСРС сделать как-нибудь так, ЧСРС, но тогда теряется понимание всего происходящего. Поэтому так, слово вспомнил и решил объяснить ник Чеченский след, рязанский сахар. Кстати говоря, подписывайтесь на канал Чеченский след, рязанский сахар и на антитеррор, и на Фриман антипутинизм. Не Фриман антипутинизм, а Ичкерия Forever. Так,
Хамзат Типаев, мы дорого заплатили за свою свободу, и у нас ее не забрать. Да? Там проблема, знаешь, в чем? Забрать там можно у кого угодно, что угодно. И жизнь, и душу, и землю, и все, что угодно. Это возможно. Но нельзя нас сделать согласными. Да? Нас можно убить. Это не просто парные какие-то слова. Реально можно убить. Но переделать чеченца и сделать его послушным русским рабом, но это перестать этим чеченцем быть. А мы есть. И будем до судного дня такими. Да, Алмула. Да, Алмула. Так. Чеченский след Рязанский сахар говорит, 2 лубянских фейка в 99 году. Да? Территория мать. Чеченцы сражались за свою свободу с страной, которая превышала ее по абсолютно всем параметрам. Кроме духа, уже этого факта хватит удостовериться независимость Чечении. Да, именно так. Довили Жаникуте. Жан Сюте. Спасибо за стрим, все будет Ичкерия. Спасибо вам за поддержку. Да, дай бог, все будет Ичкерия. Так, давайте на этом я зачитаю Аслана Керимова. Путин сказал, что ельцинской власти был план высылки чеченцев. Да, Аслан, был, и Джохар Дудаев показывал документы, изъятые у ФСБшника, задержанного нашими спецслужбами, где у них этот план был уже расписан по поводу нашей депортации. Так, Ханзама, почему бы вам не оставить религию в покое? Как-то слишком свободно вы оперируете религиозной риторикой. Мы помним свое больше не допустим всяких проходимцев ни в религии, ни в политику. Говорит Ханзама. Ханзама, Маждада, Адудавлетюк, это все наши товарищи, наши братья. И они прикалываются. Маждада сменил свой ник на Маждада Абу-Шишани. И у него есть коронное выражение Батиля. Или его оно, или я не знаю кого она, Маждады она, еще кого-то. Ну вот у нас здесь несколько групп. И все это, как сказать, короче, смеются, подвергают остракизму агентов российских спецслужб под видом исламских религиозных деятелей и некоторых наших полезных, которые оказались вот в этой матрице вот этих исламских российских спецслужб. И они подвергают остракизму. Боремся, так сказать, как можем. И когда вы читаете этот комментарий, не думайте, что это... Вот оттуда Влетюк тебе отвечает. Ахи, сразу видно... Ахи, сразу видно, по почерку видно, ты хороший брат. Переселяйся сюда, в шариатский Судан. Шариатский, куда там переселяться? Здесь я потерял. Судан, да, все правильно. Так, спасибо за хороший стрим, мотивируешь Астан. Все будет Ичкерия, секрет Румтер, все будет хорошо. Дайл Мула, дайл Акту Масера Буэль Анзор. Спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете, и все будет Ичкерия. Ассаламу алейкум, адикёль маш оль. Спокойной ночи, друзья. Всего самого хорошего. До пятницы. Смотрите анонсы и обязательно увидимся в пятницу.